О мерах господдержки системообразующих предприятий республики в период пандемии, запасах продовольствия и контроле над ценами мы поговорим с заместителем председателя правительства региона Денисом Белозеровым. Денис Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. 2 апреля был подписан указ главы о продлении режима повышенной готовности и указ об устойчивом развитии экономики. Что эти меры предполагают? Да, вы правы. 2 апреля было подписано два указа. Один указ – это указ о внесении изменений о мерах по повышенной готовности. В принципе, в этом указе сместились только сроки продления, которые мы все знаем, до 30 апреля в соответствии с поручением президента России продлили сроки самоизоляции, закрытия объектов, приостановки их работы. И второй указ, который подписан у нас, это указ о первоочередных мерах по поддержке экономики Республики Саха-Якутия, в котором у нас утверждены меры по поддержке населения республики, а также меры по поддержке экономики республики, включая системообразующие предприятия нашей республики. Ну и что касается системообразующих предприятий республики, то здесь основных два направления. Это первое направление по работе с федеральным бюджетом Российской Федерации. Главой поручено проработать и внести вопросы на рассмотрение правительства Российской Федерации. Первое – это о включении предприятий, которые у нас входят в системообразующие предприятия республики, в системообразующие предприятия Российской Федерации. Ну и, соответственно, здесь следует то, что если они включатся в этот перечень, то будет поддержка и со стороны федерального бюджета. Второе направление – это поддержка моногородов нашей республики. У нас, как мы знаем, входят 6 моногородов. Это Мирный, Айхал, Удачный, Нижний Куранах и город Нерюнгри. И, конечно же, те предприятия, которые находятся в этих моногородах, они тоже будут пользоваться поддержкой. Третье направление – это предоставление отсрочки по налоговым платежам, включая налог на добавленную стоимость, по страховым выплатам. Эта мера практически такая же, как по субъектам малого и среднего предпринимательства. Четвертое направление – это вопрос рефинансирования ранее привлеченных кредитов предприятиями, которые у нас сосредоточены на территории опережающего социально-экономического развития. И пятое – это мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий. Все мы знаем, что такое же направление у нас по субъектам малого и среднего предпринимательства принято. И мы хотели бы, чтобы по системообразующим предприятиям республики такие же были меры приняты. И шестое – это вопросы кредитования предприятий, наиболее пострадавших от того, что введены определенные, приостановлены определенная работа. Ну и субсидирование процентов по привлеченным кредитам предприятиями, которые завозят жизнеобеспечивающие груза на территорию, на труднодоступные наши районы и населенные пункты. Ну и, конечно же, я бы хотел сказать о мерах, которые у нас на территории республики запланированы. Это меры по предоставлению отсрочки по бюджетным кредитам, которые были привлечены предприятиями. Это предоставление государственных гарантий. Это меры также по налогам, пересмотр системы налогообложения по патентной системе. Это льготы по налогу на имущество. В принципе, это тоже те же меры есть, что и по субъектам малого и среднего предпринимательства. Ну и последнее – это актуализация системообразующих предприятий, то есть пересмотр этих предприятий. Если до сегодняшнего дня у нас 50 предприятий входили в перечень системообразующих, то сейчас они пересматриваются, и на сегодняшний день проект у нас уже включает порядка 90 предприятий. Что касается уже непосредственно агропромышленного комплекса, то тут я тоже добавлю. Мы работаем также на сегодняшний день с правительством Российской Федерации, непосредственно с Минсельхозом России по возмещению расходов по созданию тепличных комплексов в Республике Саха-Якутия. Второе – это мы сейчас прорабатываем вопрос
увеличение предельного размера до 800 миллионов рублей по предприятиям агропромышленного комплекса. Все мы знаем, что в налоговый кодекс были внесены изменения, и предприятия, которые являются плательщиками сельхозналога, приравниваются к плательщикам налога на добавленную стоимость, если у них сумма выручки превышает, с 2019 года это было 90 миллионов рублей, с 2020 года это уже сумма 80 миллионов рублей. И, конечно же, многие предприятия у нас подпали под налог на добавленную стоимость, что увеличивает их расходы. Конечно же, в этом направлении тоже проводится работа. Четвертое направление – это введение моратория на начисление пений и штрафов. Все мы знаем, что с прошлого года у нас осуществляет свою деятельность Фонд поддержки агропромышленного комплекса республики на базе финансово-агропромышленной компании «Тоймада». И там тоже будут введены моратории на начисление пений и штрафов. А также будут рассматриваться вопросы, связанные с пролонгацией по тем займам основного долга, которые были выданы ранее. Но все это, конечно, будет зависеть от того, пострадало ли это предприятие. Должны будут, опять же, обосновать снижением той же самой выручки по отношению к прошлому году. Четвертое направление – это с учетом той ситуации, которая сложилась с ростом курса доллара, это поддержка наших основных предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории республики, но сырье по большей степени для производства сельхозпродукции завозят извне. Это в основном подпали наши птицеводческие предприятия республики и свиноводческие предприятия, основные промышленные. Такие основные меры поддержки как со стороны федеральных органов исполнительной власти, так и со стороны республики планируется предоставлять. Денис Георгиевич, как в нашем регионе на данный момент обстоят дела с продовольственными запасами? Долго ли их хватит? В принципе, в этом направлении у нас сегодня идет ежедневный мониторинг как продовольственных товаров, так и цен на эти продовольственные товары. Также указом главы, который принят по повышенной готовности, мы с моим коллегой Бычковым Кириллом Евгеньевичем закреплены за вопросами, связанными с продовольственными и непродовольственными товарами на территории республики. В принципе, на сегодняшний день мы считаем, что проблем нету. Есть небольшие проблемы, связанные с непродовольственными товарами в части масок и дезинфицирующих средств. Но что касается продтоваров, то на сегодня, с учетом той комиссии, которая действует, межведомственная комиссия, с участием, конечно же, непосредственно торговых предприятий, мы постоянно с ними на связи, и со стороны Министерства предпринимательства, и со стороны Министерства сельского хозяйства. Мы на связи с Минсельхозом Российской Федерации. При необходимости подключаем их по отгрузке продукции первой необходимости, в первую очередь для того, чтобы завести на территорию республики. В принципе, проблем мы сегодня не видим. Также цены на сегодня стабильны. Если возникают какие-то всплески, то я прошу, конечно же, наше население непосредственно обращаться в Госкомцен, либо на территории муниципального образования, в администрацию муниципального образования. Все эти заявления должны быть рассмотрены в кратчайшие сроки. А если говорить все же в разрезе времени, на сколько недель, может быть, месяцев хватит региону тех запасов продовольственных продуктов, которые имеются на данный момент? Мы сейчас, так скажем, попали в тот период с этой пандемией, в период паводка. И все мы знаем, что в период паводка у нас как минимум на 2 месяца завозятся продовольственные товары в республику. И на сегодняшний день все склады, они затарены. Я еще раз повторюсь, как минимум на 2 месяца. Что касается наших северных и арктических районов, то туда тоже все товары автомобильным транспортом полностью 100% до райцентров завезены. Сегодня еще до наших непосредственно населенных пунктов, труднодоступных, завозится продовольствие.
Процент там уже небольшой остался, это порядка где-то 12% завести до труднодоступных населенных пунктов. Там у нас товары тоже как минимум это до летней навигации, максимум это еще до некоторых населенных пунктов, там годовой объем товаров первой необходимости завозится. Региональному правительству было поручено обеспечить поддержку своевременного завоза, в том числе предоставить бюджетные кредиты, госгарантии, субсидии. Возникла ли в итоге такая потребность у предприятий, которые занимаются завозом грузов в Якутии? Да, она есть, она ежегодно у нас присутствует. Это и бюджетные кредиты, это и государственные гарантии предприятий, это и предоставление субсидий для завоза в арктические и северные районы продуктов первой необходимости. Но я могу сказать, что на сегодняшний день беспокоиться не стоит. Все нормативно-правовые акты, они приняты, и сегодня уже осуществляется завоз продуктов первой необходимости для завоза в летнюю навигацию. Из 7 тысяч тонн сегодня в пути уже на территорию республики порядка 3 тысяч тонн продукции. Денис Георгиевич, как на курируемых вами отраслях сказалось введение режима самоизоляции? Фактически субъекты агропромышленного комплекса, они тоже подвержены вот этим вот изменениям, но сегодня мы знаем, что если взять животноводческую отрасль, мы на большое молоко еще не вышли. То, что сегодня производится предприятиями, по аналогии, как и в городе Якутске, осуществляется доставка до субъектов, то есть до населения на местах, в районах республики. Сегодня вы можете, и все, наверное, могут в Инстаграме, в мессенджерах увидеть ту продукцию, которую они могут купить, заказать ее. В принципе, и подготовка к весенне-полевым работам у нас идет в плановом режиме. Больших проблем мы по субъектам агропромышленного комплекса не наблюдаем. Но хотел бы отметить, это то, что то сырье, которое завозится извне для производства продукции здесь на территории, конечно, по этим направлениям у нас есть проблемы, и мы сейчас работаем над этим. Расскажите, а какими видами продовольственных товаров республика может обеспечить себя сама вне зависимости от завозов и поставок извне? В принципе, эти все виды товаров у нас, виды продукции прописаны в указе главы о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Конечно, полностью мы себя ни по одному товару на сегодняшний день обеспечить не можем, но хотелось бы отметить, что мы занимаем первое место в Российской Федерации по поголовью табунных лошадей, первое место в Дальневосточном федеральном округе по поголовью оленей. При этом мы себя обеспечиваем на сегодняшний день мясом на 27%, молоком где-то порядка 58%, картофелем 63%, яйцом на 58%, картофелем и овощами на 43%. Но это не предел, конечно же, то, что поставлено у нас в указе главы задача увеличивать объемы производства местной сельскохозяйственной продукции. И мы над этим работаем. И все, что, конечно, сверху, та потребность, которая есть, она, конечно же, заводится извне республики. Повышение цен. Кто и как контролирует на сегодняшний день цены на продовольственные товары? Контролем цен у нас занимается Госкомитет по ценовой политике в соответствии с указом главы республики. Помимо этого, органы местного самоуправления, мы знаем, что имеют право у нас устанавливать торговую надбавку к ценам на продукцию. И, как я уже отметил, если есть на сегодняшний день всплески, то Госкомцен оперативно реагирует на это. При необходимости направляется предложение в прокуратуру о проверке и проводится проверка. Если есть завышение цен, то принимаются необходимые административные меры в отношении тех, кто допустил завышение цен.
Ни для кого не секрет, что в нынешних реалиях и на сегодняшний день больше всего страдает средний и малый бизнес, и в этом сегменте немало и аграриев. Какие меры поддержки приняты в этом секторе? Указ главы о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства подписан еще был на прошлой неделе. В принципе, вы правильно отметили, что многие субъекты малого и среднего предпринимательства также являются субъектами агропромышленного комплекса. Хотелось бы отметить основное, это фонд поддержки предпринимательства, где тоже наши аграрии получают денежные средства. Вот этот фонд на сегодняшний день будет докапитализирован на 200 миллионов рублей со стороны субъекта и в соответствии с теми поручениями главы, которые есть. И также проводится работа с федеральным центром, докапитализировать его планируем за счет средств федерального бюджета, если все нормально будет, на 300 миллионов рублей. То есть это вот основное такое направление. Также по данному фонду все моратории на начисление пений, штрафов, на выплаты основного долга, если они будут подтверждены предприятиями, включая аграрный сектор, не будут начисляться пени и штрафы, и, соответственно, основной долг по оплате будет продлен. То есть это вот основное такое направление, которым тоже могут воспользоваться наши аграрии. Да, Денис Георгиевич, спасибо, что выделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо, Василий. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить наших работников агропромышленного комплекса за то, что они, несмотря на то, что сегодня происходит как в стране, так и в Якутии, все-таки верны своему делу. Спасибо вам, удачи в работе и до свидания. Спасибо. О господдержке в период пандемии нам рассказал заместитель председателя правительства региона Денис Белозеров. Это было актуальное интервью. До встречи в эфире.